После проведенной в середине декабря оценки готовности постов ветеринарного контроля на КПП, ветлаборатории и безотической безопасности и готовности перерабатывающих предприятий, эксперты Евразийского экономического союза признали систему ветконтроля Кыргызстана. ЕЭК вынесла постановление о снятии ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе. Решение поддержали все страны-участницы Евразийского экономического союза, кроме Казахстана. Никаких оснований на экспертном, я же говорю, даже на экспертном уровне уже все поддержали. Даже не на экспертном, и на совете все поддержали, но только вот вице-премьер-министр со стороны Казахстана сказал, что с президентом нужно посоветоваться. Тем временем разочарование предпринимателей вызывает и невозможность получения кредитов в Российско-Кыргызском фонде развития. По условиям кредитной организации сумма кредита должна была быть не менее 3 миллионов долларов, 30% из которых предоставляет в качестве залога само предприятие-заемщик. По словам экспертов, получить кредит на таких условиях сможет не более 1% предпринимателей страны. За почти двухлетнее существование фонда из 500 миллионов долларов уставного капитала кредитов было выдано лишь на 180 миллионов. 320 миллионов лежит мертвым грузом в фонде, но мы даже думаем, просто лежат они или, может быть, на каких-то счетах там банковских получают какие-то дивиденды, проценты. И даже такой вопрос рождается, может быть, есть интерес работников фонда, чтобы эти деньги там долго лежали, потому что идут какие-то дивиденды. И вот я, судя по заработным платам вот этих работников фонда, они неплохо живут, вот эти работники. Как сообщили в самом фонде, после многочисленных обращений с начала этого года минимальный размер кредита с 3 миллионов понизили до 1 миллиона долларов. Но проектов, способных дать такой серьезный экономический эффект, в Кыргызстане очень мало. Для сферы сельского хозяйства, где большинство предпринимателей мелкие и средние производители, планку необходимо понизить до $500 000, говорят эксперты. При этом, по словам главы фонда Куманышбека Кулматова, Российско-Кыргызский фонд – это международная организация, которая не обязана отчитываться о своей деятельности. Депутаты напомнили ему о том, что $500 миллионов были выделены не в частные руки, а Кыргызстану. Мимоходом парламентарии озвучили размер зарплаты чиновника – $15 тысяч. Это абсолютно неверная информация. Информация, которая прошла в средствах массовой информации, это сведения о размере заработной платы завышены в разы. Я могу сказать, что зарплата сотрудников фонда, она примерно равна средней зарплате по финансовому сектору. Это связано с тем, что мы должны привлекать очень квалифицированные, знающие кадры. По словам экспертов, работу фонда необходимо адаптировать к условиям местной экономики, иначе средства фонда так и останутся неиспользованными, по крайней мере теми, для кого они предназначались. Болот Исаев, Аскат Касымбеков, НТС.